Уважаемые соотечественники, на 23 апреля текущего года за сутки из стационаров с выздоровлением выписано 48 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых в Бишкеке 14, в Нарынской области 2, в Волжской области 7, и в городе Ош 25. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 302 пациента. В то же время на 23 апреля за сутки было зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Волжской области 3 случая, в Узгенском районе, в городе Ош 4 случая, в Чуйской области 4 случая, в Бишкеке 8 случаев. Таким образом, количество всех подтвержденных случаев, зарегистрированных в нашей республике, 631 случай. Как я уже сказал, из которых половина, добрая половина пациентов уже с выздоровлением выписаны домой. 302 выписанных. Медицинских работников за сутки зарегистрировано 5 случаев. Из них 3 врача, 2 медсестры и водитель. Это в Волжской области 1 случай, в городе Ош 1, в Бишкеке 3 случая. Общее количество сотрудников и работников медицинских организаций с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 162 случая. Из этих случаев, значит, врачи составляют 48 врачей, и 67 средних медицинских работников, 26 младший медперсонал и 21 это специалисты, сотрудники, которые находятся в медицинских учреждениях. Это, как я уже говорил, IT-специалисты по хозяйственной части, водители и так далее. Вот. Из этих всех случаев на сегодня, значит, выписано уже 16 врачей, 18 медицинских среднего медперсонала, это медицинские сестры, старшие медсестры, и 8 младших медперсонал, и 3 из числа административно-хозяйственной части. Вот. Из всех зарегистрированных случаев 340 составляет женщины, 291 это мужчины. Вот. Большой сильной разницы не наблюдается. Среди новых случаев 5 женщин и 14 мужчин. По возрастному составу дети в возрасте до 15 лет составляют 67 на сегодня. Из них до года 4 случая так и держатся. От 16 до 19 лет 17 случаев. От 20 до 35 лет 172, от 35 до 55 лет 232 случая, это вот основной большой процент, удельный вес здесь, 55 лет и старше 143 случая зарегистрировано. На сегодня в стационарах находится 321 пациент у нас, в тяжелом состоянии находится 11, из которых 5 в реанимации. Средняя тяжести 47 случаев у нас на лечении находится. В удовлетворительном состоянии, то есть без особых признаков заболевания, 263. Вот. Выписано уже 302, как я уже сказал. Умерло 8 пациентов в стационарах. Продолжаются лабораторные исследования. На сегодня проведено уже 40 513 ПЦР исследований. За сутки проведено 2125 анализов, из которых выявлено 20 новых, 19 новых случаев. За все время эпидпроцесс идет в таком под сильным управленческим ракурсом. Процесс находится под контролем. Соответственно, мы каждый случай держим и проводим большие
такие нацеленные противоэпидемические мероприятия. За все время было 8842 контактировавших лиц, из которых в первой категории, то есть самые близкие контакты с очень высоким риском заражения, находились 2177 человек. Контакты с более низким риском заражения составили 6665. На сегодня все эти категории проведено наблюдение за ними в течение 14 дней, проведены все необходимые лабораторные тесты, и большинство из них на сегодня уже возвращается в обычный штатный режим. Категории с высоким риском мы будем за ними продолжать медицинское наблюдение. Вот, и все контрольные меры здесь были проведены. Я думаю, что введение карантинных ограничительных мер, они дали тоже свои результаты, потому что добились пространственного разобщения. И если бы нам бы всем еще и социальное дистанцирование при этом соблюдать, то, я думаю, результат закрепится, и мы быстрее вернемся в штатный режим, потому что все-таки социальное дистанцирование ментально у нас немножко в этом плане немножко слабее, потому что мы очень близко общаемся, очень так вот не соблюдаем вот это дистанцирование. Это расстояние не менее 1,5 метров. Все помещения должны быть проветриваемые и, так скажем, не собираться в большом количестве в одном месте. Но, к сожалению, вот этот вопрос нам надо все-таки принять поближе и выполнять вот эти все простые, казалось бы, эти рекомендации, которые могли бы нам позволить сократить все период ограничительных карантинных мер. Тем не менее, надзорные мероприятия у нас проводятся. На обсервации сегодня находится 914 человек. Вот, и за ними ведется медицинское наблюдение, проводится лабораторное тестирование, соответственно, анкетируется, они подписывают обязательства, и после обсервационных мероприятий мы направим их под домашний карантин. На сегодня, вчера ночью прибыл еще один авиарейс из Новосибирска, где 172 наших соотечественника вернулись вот, к нам в республику. За ними сегодня установлено тоже наблюдение, проводятся лабораторные исследования. На сегодня вот такие у меня данные. Ну, Володимирович, я, наверное, вас поправлю. Не 172, а 176 пассажиров. Также, да. И вы хорошо отметили относительно того, что у нас очень много людей на улице ходят. И вчера же также наши польские коллеги, да, медики, они тоже такую же оценку дали о том, что действительно очень много людей, которые ходят на улице, и тем самым есть это уже риск заражения COVID-19.